На совещании под председательством руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова и главы Ингушетии Юнусбека Евкурова обсуждали готовность региона к проведению основного этапа единого госэкзамена в 2019 году. У нас есть все данные, понятно, мы не сравниваем школы, не сравниваем регионы между собой по результатам экзамена, но я, готовясь к сегодняшней встрече, я посмотрел динамику республики за 5 лет. Одна из лучших динамик, если не лучшая динамика в стране. И вот те страны, которые показывают наилучшие результаты, они действительно проводят все экзамены объективные. По итогам экзамена работа идет с учителями, работа идет со школами, не наказание, а помощь. И вот мы с Юсупом Башировичем этот вопрос обсуждали, и так и будем идти. Возрождается, значит, строится новый город, фактически Магаз, возрождаются и школы, и другие социальные объекты. И очень важно то, что улучшается качество образования. Сегодня единый государственный экзамен, основной государственный экзамен, это уже не тот экзамен, который был там 5-7 лет назад. У нас нет никакой тестовой части, вы это все хорошо знаете. У нас сегодня та письменная работа, которую когда-то мы с вами, значит, сдавали, но которая позволяет школьнику, который сдает экзамен, сдать этот экзамен в своей школе, по месту, где он живет. И эти результаты засчитываются в ВУЗ. Такого в советское время не было. И это, конечно, большое благо. Благо для наших школьников. Плюс к этому нужно сказать, что мы третий год подряд, это моя принципиальная позиция, не меняем содержание экзаменов. И сегодня, чтобы получить аттестат, достаточно сдать базовую математику, фактически элементарную математику, и русский язык на 24 балла. Если мы в прошлые годы, когда не совсем качественно относились к единому госэкзамену, я помню это даже случай, когда передо мной становилась мама, и не одна мама, и мне прямо в глаза говорила: я отдала 200 тысяч рублей, чтобы ребенок качественно сдал единый. Если вы сейчас туда зайдете, вы это мне все обломаете, ну и так далее. Ну, такие даже были случаи. И взятки были. Вот это есть как раз борьба с коррупцией в том числе. Да, коррупция плохо, но еще хуже, когда заслуживающий лучшей оценки ученик получает оценку, которую он заслужил, но родители взятку не дали, ничего не дали. А рядом сидящий ученик, двоечник, который не посещал школу, из-за того, что родители дали взятку, получает высший балл. Здесь, ну, это такая жестокая несправедливость по отношению к ребенку, его к психике. И плюс это жестокое такое отношение вообще к будущему нашего народа, нашей республики. И когда мы это начали делать качественно, у нас резко сократилось количество студентов, которые были отчислены по первому году учебы в вузах.